Сегодня конференция в Дербенте. Как раз мы прибыли на конференцию. Интересно, как гранаты. Там будем проходить, да? Так, регистрация. Конференц-зал. Давай, идем. Вот нас встретили представители из дагестанского Ну там, может быть, вы здесь это самое. культурного наследия. Знаете, вот, знаете, да, что ли? Конференция здесь проходит Аднанской церкви. Уже здесь, Шарбин уже здесь. Сейчас они у нас внутри, где будет проходить совещание. Это у нас как раз находится внутри помещения. Красивые наряды национальные. Здесь еще музей, вот как раз ковроделия. Мы недавно заняли первое место своим багажником отдел, который движется в вопросе организации и реализации билетов по проекту «Красная карта». И в Москве нас признали лучшим региональным В этом проблема. Да, отлично. Сейчас готовимся как раз на мероприятие, которое должно пройти. По времени 9 часов. Очень радует, что вот как раз что такие проводятся конференции, там много еще узнаешь. И вот сейчас недавно выступал руководитель Дербентского музея-заповедника, и очень много после его выступлений с ним встретился, познакомился. Вот эти все конференции, вот такие события, которые происходят в этом культурном плане, вот они объединяют, и много чего можно узнать и потом в своей практике на работе использовать. Поэтому я рад, что сегодня приехал. Очень красивый город, древний город. Прям идешь по улицам. Я сегодня специально с утра вышел прогуляться по городу. Я сюда приезжал где-то несколько лет назад, и изменения видно. И прям чувствуешь, что ты как будто попадаешь, как машина времени, в прошлое. Поэтому я надеюсь, что это вот такое ощущение останется на долгие еще века, потому что этот город, конечно же, самый древний в нашей стране, и чтобы вот этот дух, он сохранился. Там зарегистрировались, сейчас все, конференц-зал.
поезде, потом он будет бизнес с Махачкалы. Вот заходим в конференц-зал. Ничего страшного, выбор организовали. Нормально, сейчас я спрошу, что у вас за то. Да, пускай вывезут. Здравствуйте. Уже ничего не давайте Булгаров тоже посадим, и он как раз, пускай когда скажет дальше, пускай он все подписывает это. И какая техническая помощь будет. Милан твой вот это. Вот это. В самом начале я хочу передать слово руководителю агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Мусаеву Махачу Абдуллаевичу, у которого есть прекрасная миссия. Он вместе с собой привез приветственное слово от председателя правительства Республики Дагестан. Махач Абдуллаевич, прошу. Уважаемые участники совещания, от имени правительства Республики Дагестан приветствую организаторов, участников и гостей расширенного совещания по вопросам государственной охраны объектов культурного наследия на земле Дагестана в древнейшем городе России в историческом Дербенте. Особенно рады участию представителей из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Ваша работа – это настоящая миссия. Миссия по сохранению бесценного наследия, которое связывает... Таких сторон, ну а те, кто сидят спиной, если интересно, мы не возражаем, если вы развернетесь и будете действовать. Позволяет отбивать углы. Вот, вы примерно понимаете, о чем идет речь. И начали строить... Отделать и проведены работы по укреплению конструкции зданий. Однако, как это часто бывает с уникальными историческими объектами, в ходе производства работ выявилась необходимость доработки проектной документации ввиду уточнения. Передача объектов в аренду не достигла поставленных задач. У нас, это, конечно, такой знаменитый объект с приведениями особняк в городе Ставрополе по улице Комсомольской. И в Невномысске дом, в котором в 1918 году размещался военный революционный комитет по организации Красной гвардии. Это хорошо, потому что и по городу Ставрополь организатор уже несколько раз продавался вместе с договором аренды. То есть заходят арендаторы, которые абсолютно не понимают, что делать с объектами культурного наследия. То есть они сначала покупают права аренды задешево, а потом уже приходят к нам для того, чтобы узнать, можно ли сделать с ними что-то, причем это что-то предполагает полное видоизменение памятника. Так, следующим механизмом. Машка. Молодец. Жупинчу, сурчная, Да? Ай-ай. Выставочный зал. Сейчас уже Махачкала. Вот этот главный вход крепости. Вот это мы. Вот оттуда мы зашли. Сам город. Но это во многих источниках средневековых авторов строительство Дербентской оборонительной системы вправду связывают с именем как самого могущественного царя династии Сасанидов
Это и есть Хасанов Анушерван. Вы проходите через ворота, это у нас одни из главных, названий которых Нарынкова Капы. Сейчас мы с вами над воротами увидим здание 2 этажа. Это ханская канцелярия. Да. Дело в том, что перед вами была архитектура 18 века, что входило в хозяйственную систему ханской резиденции Фаталихана. О Фаталихане тоже услышите, это один из правителей хана, который строит на территории цитадели дворец. Ну, получается, это единовременное строение, еще идет ханская канцелярия. На втором этаже проходила приемная хана, где решались вопросы. А на первом этаже проводился ханский суд, название которому Диван хана судилище, так и переводится. Но в данный момент у нас здесь развернута экспозиция, это музей археологии. Мы в конце экскурсии с вами прогуляемся. Итак, суд проходил, если хотите, можете посмотреть. Перед вами малый зиндан, это и есть камера, одиночка, предварительное заключение, где опущенный узник в течение дня стоит, ожидается приговора. А приговор мог быть таким. Помиловать его домой отпускали. Суровое наказание, перевод большой зиндан, но я, в общем-то, никому не советую этого делать. Вернетесь, это по нашим правилам. СИЗО. По древним традициям, когда узника поднимали, он же демонстративно закидывал монетку, но это было в качестве откупа, поэтому вам решать. Итак, приговор мог быть таким: помиловать домой, суровое наказание, перевод большой, что находится у нас на территории крепости, но там узника ждет голодная, мучительная смерть. Здесь перед вами единственный открытый источник Кавабулак 17 века, вода поступала и поступает с высокогорного Это все самотек. Обратили внимание на водомет каменный. Это 6 века. Персидский лев, да. Символ власти и сил. Ну, кто в лучшем случае это, что вы сказали, кто кого видел. Для небольших запасов воды строились у нас такие цистерны. Это малое водохранилище, что в частности было построено для правителей города. Легенда также звучит, всегда стоял вооруженный слуга, обязан не только охранять, также первый провод, и это все в целях безопасности. Да. Итак, в целях сохранения уникальной архитектурно-планировочной структуры, исторического наработка, а также памятников истории и культуры, в 1989 году был создан Дербентский государственный. Нет, спасибо. Там деньги. Там денег много. Огненной воды нет. Пушки, то, что видите, это ермоловские пушки. Во время Кавказской войны наместник Кавказа генерал Ермолов. Правда, перед вами это макет. Да. Итак, Дербент город, он же неоднократно входит в состав России. Впервые 1722 год. И это было при Петре Первом. Окончательно 1813. Это по мирному гюльстанскому договору. Иран навсегда юридически признает вхождение Дербента в состав России, а де-факто входили еще в 1806. То есть на территории гарнизона русские и многие постройки строятся под их нужды. Так вот, перед вами здание на офицерской гауптвахте. Это и есть временная офицерская тюрьма. Возведена в 1827 году по проекту русского военного архитектора. В данный момент выставочный зал увидите макет города, работы наших современных художников. Стены. Вот макет города. Ходите поближе. Ходите. Да, перед вами макет города 19 века. Но для начала обратите внимание на форму крепости, что идет в плане неправильного многоугольника. Размеры с севера на юг это 220, с запада на восток 200, общая площадь 4,5 гектара, а протяженность оборонительных стен вокруг это более чем 750 метров.
Вот вечер. У нас Кто хочет оспорить? Я даже больше не сказал. Ветер тоже Ну, я вам еще хочу показать прошлый сезон с дна Каспийского моря. Смотрите, что достается. Это якорь конца 19 века, адмиралтейский. Но это обнаружил наш местный житель, ребят, который утверждает, что еще 3 года тому назад приметил на дне моря. Но все знают, что как уровень колебаний Каспийского моря меняется каждые 25 лет. То есть на сегодняшний день море прилично отходит, и это все с берега достается. Но мы с вами уже на территории Ханского дворца, который, правда, полностью не сохранился. Он разрушен временем во время гражданской войны. И археологические исследователи здесь выявили. В 18 веке а мы находимся, где первый этаж заканчивался. Правда, сохранился единственный исторический фрагмент компакта, главный вход ступеньки, вверх еще видите, окна дворца, что направлены в сторону города, а застекленные были, вот как у нашей ханской канцелярии, видите, разноцветные бетонными стеклами. Ну, солнечный день, красивая световая гамма. Вот здесь посередине растет дерево акации, где и находился еще и 8-угольный фонтан. И вокруг водометы в форме льва, где билась вода высотой 3 метра. Так и говорят, что бегали павлины, интересно, как ванны. У нас еще и выход сохранился на 2-й этаж. После смерти Натальи Хана временно терпит, как правило, его средний сын, которого звали Шейх Алихан. Мы его, правда, запомнили как расточитель богатства отца. Пойдем. Хочу показать на открытой экспозиции. У нас, видите, экспонаты, все места. У нас проблем с таким материалом. Каменный лес, винодорилка, это 18 века. Парапат называют. Вот фрагмент из кинофильма с черниками, кто вспомнит, так и процесс проходил. То есть виноградный сок с примесью через проем поступал в круглый чан, а там сбоку небольшой, выжимали, вытекал чистейший сок. Далее вы видите, вот зубчиками, видите, крайними рулоны называют. Это стены больницы изначально все изготовлены под лучников, то есть отстреливались, прятались. Так, верхний камень даже не закреплен, и это все на случай заканчивается за прострел камень на голову противника. Вы что видите большой чан, но дело в том, что у нас на территории крепости проводятся археологические раскопки. Это первый из этих находок, где предположительно звучит, что это распределитель воды. Жерновой камень 11 века, что в действие приводились при помощи рабов, крупного скота. А вот наши основные. Это каменные желоба 6 века, то есть по которым к нам вода и поступала. И они находились под землей, это 1,2 метра, где сверху накрывались большим камнем, через каждые 100 метров отстойники для фильтрации. Но в средневековый период Дербент, видите, что используют уже керамические трубы. Они завезены были на территории арабов, это 8 века. Диаметр трубы 10-20, то есть одну трубу вдевают другую. Очень интересная конференция сегодня прошла, и экскурсия очень интересна, на самом деле. Что за помещение было интересно сейчас? Если это будет на территории города, а это крепость. Прямоугольное водохранилище высотой 11 метров, длиной 17. Казалось, что водохранилище высотой 11 метров. Напротив стены, видите, краем, вот откуда вода и поступала. Ничего себе. Черпали сверху. То есть надо иметь тот период такой технологии, чтобы вода держалась.
температура. Здесь вода не нагревалась, не замерзала и не пылилась. Точное попадание в него попасть как лучника уже было сложно. Западная часть территории. Обратная картина вас ожидает. То есть переделка под огнестрельно. Тогда они будут широкие изнутри, узкие снаружи, но это уже будет Какие узкие. 19 века. Если посмотрели, пойдемте на смотровую площадку. Вот они Да. какие. Стены Стены вот узкие, видите? да. Ну вот сюда посмотрите. Если даже стрела летит на него снизу, она долетает и бьется об стенку, тут скорость уже меняется. В него попасть невозможно. А раньше-то они такие были, отстреливались вот так и прямо. Да. То, что вот вы сейчас видите, вот полнопушно скажем, это первые работы восстановительные 60-х годов 20 века. То же самое здесь. Более яркий камень, заметили? Это 2015, это к юбилею. А первые восстановительные работы еще и в царские времена проводились. Граница таможня Азербайджана. То есть Дербент самый крайний южный город на территории России. Так вот, что мы на макете с вами видели. Вот она старая часть города. Южная стена. Вот откуда вы приезжали, видите, там полоса. Северная. Вот подсветка хорошая идет у стены. Видите, полуфорт выставлен. Прямая дорога вниз. Завершается, да, прямо на берегу моря. Заметили, маяк, подсветка включена. Вон продолжение это. Вот до маяка идет эта стена, даже чуть ниже. Кстати, прошлогодняя экскурсия еще там осталась. Непослушная. Это тоже, да? Дело в том, что все для вас, там инсталляция включена, подсветка, да. Вы заметили там кого-то? Да, да, вижу. Посмотрите, там манекен. Манекены вижу. Следующих никто не знает. Это тот самый большой зинган, что в народе место православия. Туда бросают, то есть опущенного никто больше никогда и не доставался, даже после смерти. То есть последующий попадает, отравляется трупным ядом. Но здесь глубина 11 метров. Общая площадь это 25 квадратных метров. И сверху он накрывался, вон там видите большой камень, посередине которого проем. И это был единственный доступ воздуха и света. Но бывало, что узники сами просили стражу перекрыть доступ воздуха, как бы быстрее завершить эти мучения. Но я вас успокою, в данный момент никакой опасности для нас. Еще 80-е годы профессор Кудрявцев, спускаясь, достает и грунт, и кости, что захоронено у нас за пределами крепости. Так что смело можно смотреть и понимать. Вот первый канализационный в городе канализационный, это арабы заложили. И это уже первые строители Город дербентских укреплений. со всеми атрибутами. И Ну, тот период вообще являлся, наверное, технологическим прорывом. Узкий коридор 3 метра, а ворота, получается, находятся посередине коридора. То есть, смотрите, с обратной стороны ворот, с обратной стороны стены ворот не видно. Если кто-то доходил или взломался над воротами, видите, сверху стража, там костры, котлы с горячим маслом, мазутом проходили сверху, заливали. Правда, каждому попадалось. Прославились. Отсюда прошел великий царь Петр I. Кстати, его встречали у ворот Крахляр-КП, это вторые ворота северной стены. Встречал его наиб города с большим числом знатных жителей и преподносит государю еще 2 серебряных ключа от ворот Дербента. Подарил еще такую хронику, как Дербент. Это мы уже проходили. Вот выходим уже после экскурсии, выходим из... Мы вышли из... Мы сейчас с вами спускаемся в историческую часть города. Помните, да, Магалы, что именуется еще и квартал. Но вы сейчас увидите, то и дело будем сталкиваться с архитектурой 18 века, которая остается объектами жилья или же дома. С какой стороны выходить? Отсюда будем, да? Да, вот по ступенькам вниз. Вот. Брать вот это, чтобы навсегда. Но это тут такой вариант, что время от времени меняется все. Здесь надо осторожно. Вообще название Мы шляпами, видите, Хайбагдены, фахетман.
Это я А так понял. здесь Валы были да, я громадья, написала. куда и проходили. Я находим и Красота, это история. Вот это О, 20 место канда. находится рисовать Вообще мы искусство. так камцы гордили дождь, канды о дакадец. $10 Мы с вами уже в старой части города. Это и есть музей под открытым небом. В то же время это жилой район. Страшное дело. Ну, здесь, видите, как у нас удобные дорожки везде. Дело в том, что еще лет 5 тому назад Мишустик побывал, держите, подписал. Хорошо? Вперед. Вот мечеть, идет реставрация, 8 век. Сейчас идет реставрация. Я там, кстати, 6 лет назад делал намаз. Ну вот сейчас она реставрируется. С прошлого года идет реставрация этой мечети. Это мечеть у нас. Nerede değil? Да, Мязик Даир. А узлам раз. Сегодня? Нет, сам вначале. Где-то 6 лет назад я сюда приезжал. Так, вот это старый район Дербента. Наши уже ушли из старой части. Вот это уже стена за ним, которая находится. Это старая часть. Когда забивали свой ответ, четкий для того, ну каждый был свой место, а рядом богатейший государственный замок. Кочевой север, постоянно на берег строительство. Я, допустим, определяю, что учитывая, что сюда приехали и казары, сюда приезжали и те же самые. Они же еще по разным сведениям это исторически достоянные факты, что на второй место. Это как раз стена ведет к морю, к Каспийскому морю. Вон. Это мы идем по мосту. Светящийся мост в Дербенте. 1000 лет, да. Да, 10 тысяч лет. Вот Дербент, видите? Стена как бы для дороги была как бы отрезана.